Это своего рода встреча знакомств. В адрес депутата Госдумы поступает немало жалоб, касающихся экологического направления. Июша Газгиреева интересует, какой объем работы проводится активистами и комитетом экологии для улучшения экологического состояния региона. Мы обсуждали эти экологические проекты, которые они ведут. И у меня тогда идея возникла здесь в рамках региональной недели собраться, более детально, более обширно обсудить то, что они сегодня делают, какие у них есть там проблемы, какие у них есть проекты. Так, активисты сделали акцент на проекты, которые получили широкую популярность. К примеру, сады поколений объединили сотни человек, которые приняли самое активное участие в высадке саженцев. Всего в рамках проекта «Посади дерево» высажено свыше 25 тысяч деревьев. Дальше акцент в основном будут делать на новые школы, чтобы учащиеся росли вместе с этими саженцами и ухаживали за ними. Охватили и пригородный район. У общественной организации также есть готовая смета на программу безопасности школьников. Детям, которые обучаются во второй смене, планируется раздать светоотражающие ленточки, которые помогут водителям их заметить в темное время суток. Кроме того, в планах у активистов более масштабные проекты. Проект планируется продолжать сады поколений, родники Ингушетии, экологический проект также очистить свою землю по сбору батареек и таких лампочек, таких отходов, тяжелых. Представители Дзурдзуки отмечают, что бюджет, к примеру, Сунжинского района позволяет поставить маленькие урны по сбору батареек в каждой школе. Сейчас стоит вопрос об их реализации. В регионе нет спецобъектов, где можно было бы утилизировать их. Ближайшее предприятие, где правильно перерабатывают такое сырье, находится в Прохладном, поэтому необходима официальная договоренность с другими субъектами. Будет проводиться конкурс, будет отобран региональный оператор. Это та организация, которая будет отвечать за утилизацию отходов, всех коммунальных отходов, образующихся в результате жизнедеятельности населения. И батарейки, и лампы, все, что образуется в результате жизнедеятельности населения. Не осталось без внимания и состояние водных ресурсов Ингушетии. Особый акцент сделали на Назранке, которая загрязняется сточными водами. Комэкология в этом году провел комплексную работу по пресечению загрязнения водных объектов. В большинстве случаев незаконные подведенные канализационные трубы демонтировали специальной техникой. Комитет экологии провел ряд мероприятий. Самое масштабное из них – «Вода России», благодаря которой очищены берега 20 рек Ингушетии. На сегодняшний день мы стали победителем этой акции. Это уже второй раз побеждаем. Плюс всероссийские экологические субботники, которые были проведены, тоже лидирующие позиции заняла Республика Ингушетия. И самое важное, наверное, признание – это то, что было сказано министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации, где он обозначил, что Ингушетия оказывает наименьший вред окружающей среде из всех субъектов Российской Федерации. Комитету также удалось создать первую особо охраняемую природную территорию регионального значения. Хурхаст – памятное природное место недалеко от селения Гули в Джейрасском районе. Как показала экспертиза, вода в этом роднике действительно целебная и содержит ионы серебра. Впрочем, местные жители издревле относятся к этому источнику с особым трепетом. Теперь они могут не беспокоиться о его сохранности. Если все пройдет как надо, сегодня будет согласовано в Минприроды решение правительства о присуждении этого статуса, и уже после согласования будет подписано соответствующее решение уже правительством Республики Ингушетия. Планы у общественников и у самого комитета далеко идущие. Проекты активистов Июша Газгиреев поддержал, но отметил, что акцент нужно делать на проблемные участки. Нам надо немедленно догонять, восстанавливать и дальше сохранять нашу уникальную природу. В том числе и водоемы, которые у нас очень не хватает их нам. То же самое касается и речек, тоже касается и старых наших колодцев, которые мы забросили, и родников, которые нам надо поддерживать, сохранять. Депутат Госдумы поблагодарил общественников за проделанную работу и попросил не останавливаться на достигнутом. Отметил, что власти республики и он лично будут содействовать в реализации общественно значимых проектов. Лейла Гайсанова, Рахман Цуров, Новости 24.